Добрый день, все, кто смотрит сегодняшний наш эфир на YouTube-канале. Сегодня мы будем обсуждать очень важную для нашей страны тему, которая связана с демографией, то есть демографической политикой, какая у нас сегодня в целом демографическая ситуация, потому что, казалось бы, для простого обывателя эта тема какая-то далекая, и в большинстве своем считается, что демография – это наука для отдельной категории исследователей, но на самом деле мы все, как обыватели, результаты реализации демографической политики ощущаем непосредственно на себе. И сегодня мы видим, насколько у нас переполнены школы, не хватает детских садов, поликлиник, спортивных центров. И в принципе, казалось бы, такие не связанные друг с другом в понятии обывателя вещи, как детский сад и демография, на самом деле являются звеньями одной цепи. Сегодня в нашей студии известные исследователи, эксперты в области демографии, политологии, социологии. Давайте сегодня вместе обсудим текущие проблемы и попробуем найти пути их решения. Я хочу представить замечательных девушек, которые здесь расположились, наши эксперты. Это Сагынбаева Аяулым, демограф, докторант Карлов университета. Аяулым, добрый день. С Аяулым это у меня уже второе интервью. И, кстати, вот здесь сразу по ссылочке можете перейти и посмотреть нашу первую беседу. Далее Мухтарова Наиля, демограф, член Национальной комиссии по делам женщин, семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан. Тулешева Шынар, демограф, исследователь, PhD. И Искакова Жулдызай, политолог и тоже наша коллега. Итак, давайте эту дискуссию сделаем предметом интересным не только для экспертного сообщества, но и для широкого круга тех, кто будет смотреть нас в социальных сетях. Давайте погрузим всех в проблематику. Первое. Какая у нас на сегодняшний день текущая ситуация в демографии Казахстана? Аяулым, пожалуйста. Спасибо, Азиза. Текущие тенденции, они, в принципе, такие же, как были с начала пандемии. У нас идет рост численности населения, порядка 1,3–1,5% ежегодный прирост составляет. Недавно Бюро нацстатистики опубликовали данные за 12 месяцев прошлого года. По ним у нас родилось 405 тысяч новорожденных, что существенно ниже, чем было в предыдущие года, потому что в предыдущие 2 года около 900 тысяч новорожденных в Казахстане было зарегистрировано. Снижение обусловлено тем, что, во-первых, поколение молодого репродуктивного возраста, их мало. То есть это в активной фазе сейчас примерно от 96-го, 95-го и ниже годов женщины рожденные. Но эти годы, как вы знаете, это были тяжелые периоды для всего Казахстана и бывших стран СНГ. У нас в 99-м году была зарегистрирована самая низкая рождаемость, когда суммарный коэффициент рождаемости был 1,8. То есть это среднее число женщин репродуктивного возраста, которые родили, не достигая 2 детей. Да? Соответственно, есть replacement level, то есть уровень воспроизводства, оно должно быть не менее 2,1 суммарный коэффициент, когда у нас будет рост численности населения или, по крайней мере, депопуляции не будет. И вот эта когорта, она вот сейчас пришла в активную фазу молодого репродуктивного возраста, их и количественно меньше. Соответственно, если учитывать, что средний возраст вступления в первый брак у нас сейчас примерно 27 лет и чуть-чуть выше в зависимости от регионов, они многие еще не вышли замуж, мужчины не женились и, соответственно, еще не реализовали свои репродуктивные функции, скажем, да.
Предыдущие года рост бэйби-бума обусловлен был тем, что было, так скажем, постарение населения, когда суммарный коэффициент был 3,32, 3,1, четвертый и более детей. То есть это поколение 80-х женщин родились четвертых, пятых детей в большом количестве, и это дал нам бэйби-бум. Я тогда еще вам говорила, кажется, и в предыдущих своих интервью говорила, что мы не должны ждать, что ежегодно у нас там 450 тысяч, 426 тысяч будет рождаться. Вот уже в 2022 году мы видим снижение. Опять же, региональные различия есть, да. 5 регионов наших остаются регионами, скажем так, депрессивными в плане демографии, да, то есть депопуляция, снижение численности, это Восточно-Казахстанская область, очень такая проблемная Северо-Казахстанская область, Павлодарская, Костанайская область, Карагандинская область, вот недавно добавилась буквально, да, а юг, то есть практически все южные регионы, кроме города Алматы, и запад, это Мангстау, Аксубе, Атырау, вот эти регионы, наоборот, с повышенной рождаемостью, то есть основной блок или, скажем, основную долю рожденных детей дают именно наши южные и западные регионы. А на севере у нас стабильное старение населения, растущее, и рождаемость очень низкая. Да? Но миграционный отток, он во всех регионах. У нас только есть 4 региона притока мигрантов. Это город Алматы, город Астана, город Шымкент и Мангыстауская область. Мангыстауская область ввиду, скажем так, нефти, то есть это больше иностранная рабочая сила, и в целом трудовая миграция идет. А остальные регионы, эти все регионы-доноры. То есть это у кого численность населения больше, они отдают больше людей в эти регионы, у кого численность поменьше, они отдают меньше. Ну, в связи с военным конфликтом между Украиной и Россией в 2022 году у нас заметно снизилась эмиграция в сторону России, да, и в целом иммиграционные потоки понизились в другие страны тоже, и немножко снизилась иммиграция населения. То есть это все взаимосвязанные факторы в общей сложности влияют на в целом демографическое развитие. И у нас как бы квоты на этническую репатриацию не увеличиваются, а остаются либо на том уровне, либо в некоторых регионах она, наоборот, снизилась. И в связи с этим у нас говорят наши чиновники, скажем, что из-за этого у нас снизилась иммиграция. На самом деле иммиграция снизилась естественным способом, потому что потенциал миграционный в странах-донорах иммиграции Казахстана, это Узбекистан, Китай, Монголия, Россия, они снизили, скажем так, свою интенсивность. А что касается релокантов, то есть временно пребывающих людей, если они не регистрируются как, что они прибыли на постоянное место жительства, то они в статистику миграции не попадают, потому что они пребывают временно 90 дней и, соответственно, уже обратно уезжают. Но сейчас вот буквально с 27 января вступили новые правила въезда на территорию Казахстана среди стран ЕАЭС. Это раньше, если можно было выехать на один день, допустим, в ту же Россию или в Кыргызстан, Узбекистан и обратно заехать, то дальше можно было 90 дней проживать на территории Казахстана. Изменилось законодательство, правила въезда. Теперь, если ты 90 дней здесь в Казахстане остаешься, ты должен выехать на 90 дней из страны. И потом только имеешь право заехать. Это тоже как бы будет давать свои, скажем, плоды. Мне кажется, что релоканты все-таки они меньше будут приезжать в Казахстан. Но в любом случае, даже в прошлом году, когда вот ажиотаж был и в СМИ, и в правительстве, я тогда тоже в интервью говорила, что это временное явление. Казахстан, он транзитный пункт. И действительно, Казахстан стал транзитным пунктом. Многие уехали в Чехию, кто-то в Мексику, Дубай, Таиланд, да, с Российской Федерацией. А теперь выходит, что эти новые правила тоже будут вносить какие-то изменения. Если так ежемесячную статистику иммиграции смотреть,
то она, в принципе, сопоставима с прошлогодними цифрами, и уровень практически не изменился. То есть люди действительно сюда приезжают на 90 дней, может и меньше, и потом как бы выезжают. Но здесь опять есть немножко неясности в статистике, потому что то, что МВД нам тогда говорила про релокантов, это все-таки перемещение через границу, через информационную систему Беркут. То есть это один человек может несколько раз пересечь границу, то есть единица измерения там пересечение, а не человек. Да? И поэтому здесь в открытом доступе никаких данных мы не имеем в части вот релокантов, временного пребывания, потому что Бюро нацстатистики она публикует только приехавших и уехавших на ПМЖ, а МВД в открытом доступе не имеет никакой статистики, точно так же, как Министерство труда. То есть мы только видим отрывочные какие-то справки или выступления в СМИ, там, министра, замминистра или кого-то из этих министерств. И, соответственно, нам, как исследователям, немножко тяжело оценить реальный поток людей и как это будет влиять в целом на не только демографическое развитие Казахстана, но и социально-экономическое, потому что, вы знаете, как прикладное, скажем так, значение мигрантов состояло в том, что они увеличили стоимость жилья. Сейчас вот идет удорожание офисных помещений, потому что если первые потоки это были какие-то отдельные лица, да, там айтишники, сфера образования или сфера какие-то прикладные исследования и так далее, да, то есть ученые, то следующий поток, он обусловлен именно перемещением бизнеса. Ну, соответственно, у нас возрастает спрос и возрастают цены на офисы для тоже казахстанских бизнесменов, организаций, и это тоже как бы несет свой отпечаток. То есть на экономику, да? На экономику, в целом на социальную напряженность в стране. Да? Когда мы говорим демография, мы не должны только думать, там, сколько детей родилось, там, или сколько человек умерло, кто уехал, кто приехал. Да? То есть демография всегда имеет прикладное значение. Для, скажем так, повседневных обывателей более важен аспект прикладного значения, как влияет на социально-экономическое положение, как влияет на социальную напряженность, как влияет на криминогенную обстановку. То есть мы поняли, какие у нас сейчас есть тенденции. Теперь давайте поговорим все-таки вот то, что сегодня мы имеем, как вот эта демографическая ситуация, какие она имеет риски для нашей страны, нагрузку, какую она будет нести на социальную политику, на экономику, и какие все-таки есть еще и возможности, потому что всегда в любой ситуации есть риски и есть возможности. Пожалуйста, Наиля. Спасибо, Азиза, за предоставленное слово. Да, действительно, я вам рассказала подробно о текущей ситуации, о тех тенденциях, которые сейчас происходят в целом демографии у нас в стране. Однако хотелось бы отметить, что за каждым показателем есть ухудшающиеся показатели, есть улучшающиеся показатели, однако за каждым показателем у нас имеются определенные риски, даже если этот показатель положительный. Допустим, мы говорим, что растет количество рождаемости, да? Однако мы не говорим о том, что насколько у нас в инфраструктурном плане государство готово обеспечить то количество, численность детей, которые рождаются, качественным образованием, качественной медициной, насколько эти дети могут себя в целом реализовать в нашей стране. Потому что если мы будем только говорить о рождаемости, что это хорошо, что пусть повышается, и не будем создавать для развития детей, в целом для самореализации всех возможностей в стране, это может привести к так называемой проблеме, которая называется демографический навес. Да? Это когда большое скопление молодых людей, которые не обеспечены качественным образованием, которые нету возможности к экономической самореализации. А это может, в свою очередь, привести к
разным радикальным идеологиям, деструктивным движениям и так далее. То есть это очень большой риск для нашей страны. В том числе мы говорим, что сейчас идет в целом снижение, не считая последних 2-3 лет, ну, в связи с пандемией и так далее, снижение общего коэффициента смертности. Однако, ну, еще также это связано с тем, что у нас в целом улучшается предоставление медицинских услуг и так далее. Однако нельзя забывать о том, что у нас в целом происходит и старение населения. Допустим, на сегодняшний день коэффициент у нас практически составил 8%, а критерий ООН это 7%, то есть если 7% населения уже, тогда страна стоит на пороге старения населения. А это в свою очередь уже приводит к проблеме давления на рынок труда, давление на пенсионную систему и в целом давление на бюджет. То есть государство должно переварить столько количества людей в пенсионном возрасте и их в целом обеспечить качественной жизнью. Но за счет кого? За счет, если у нас меньше будет молодежи, которая в экономически активного населения, то это будет очень плохо отражаться. Кстати, хочу к этой теме, что все подключились. В прошлом году, помните, проводили Центр гендерных исследований при нархозе, проводили исследования на тему экономика ухода. И как раз-таки там озвучивали очень достаточно серьезные цифры, что у нас население стареет, то есть увеличивается количество пожилых людей с заболеваниями деменция, Альцгеймер и другими заболеваниями. При этом инфраструктуры для этих людей, для этих заболеваний у нас нет. Соответственно, эта вся нагрузка по уходу за этими людьми ложится на семьи. А теперь на семьи конкретно на кого? На женщин в этих семьях, то есть кельндер, дочери, там еще кто-то, родственницы, какие-то вынуждены на себя внести это бремя ухода за пожилым родственникам в семье, там родители, либо родители со стороны мужа. И, соответственно, эти женщины вынуждены выпадать из продуктивной занятости. Они выпадают из продуктивной занятости, у семьи падают доходы, соответственно, а при этом многодетность у нас сохранялась, да, последние несколько лет. То есть в любом случае в семье есть еще 3, допустим, зависимых детей как минимум, и в результате у семьи увеличивается количество этих экономических и социальных проблем, что, естественно, будет выливаться и уже дальше на государственный уровень. Касательно этой экономики ухода, что можете сказать? Вы абсолютно правы, Азиза. Хотела бы отметить, что Казахстан в начале 2010-х годов, примерно в 2012 году, 2013 году подписала Мадридское соглашение активного старения населения. То есть это мировое соглашение. Проблема старения населения – это не только Казахстана проблема, это вообще один из демографических рисков в мире. Мы подписали этот документ и взяли на себя обязательства по тому, что государство будет обеспечивать активное старение. То есть активное старение – это означает увеличить доступ пожилым людям к услугам здравоохранения, социального обеспечения, досуга. Мы уже написали 2 национальных доклада. И буквально недавно, то есть в последние годы, 2021-2022 годах, мы сделали план активного старения. За это отвечает Министерство труда, они совместно с UNFPA разработали этот план, сделали индекс активного долголетия, рассчитали, да. Бюро статистики в прошлом году выпустил сборник, это, кстати, впервые в истории Казахстана, отдельно старшее поколение, то есть не считая итогов переписи населения. То есть мы сделали такой очень хороший рывок в обеспечении, да, но то, что вы говорите, да, если на Западе это все решается, скажем так, более таким цивильным
путем обеспечения специальных пансионатов, домов по уходу, обучаются специальные медсестры или там медбраты, которые осуществляют специализированный уход. В Казахстане эта тема хромает. Ну, наверное, скорее всего, это связано, опять же, с этническим аспектом, да, в улттук тарбие, да, мы говорим, то есть когда младшее поколение заботится о старших. Это немыслимо, чтобы родители отправили там в учреждение специальное, по крайней мере, у казахов, у уйгуров, у дунган, да, азиатских этносов, чтобы они, скажем так, доживали свою старость в специализированных учреждениях. Здесь я бы хотела отметить, что, ну, конечно, мы от своих культур никуда не уйдем. Нужно взять вопрос подготовки специализированно обученных лиц, которые могут осуществлять данный уход. И самое главное, доступность этих услуг, чтобы они не стоили бешеных денег, чтобы среднестатистическая казахстанская семья, у которых есть такого рода проблемные вопросы, могли это решить. Ну, вот здесь как раз к Наиле, вот еще раз вот хотела дослушать выступление Наили, потому что, смотрите, есть уже даже посчитанные суммы экономических потерь от занятости женщин в этой экономике ухода, потому что она неформальна, это получается незаработная плата, женщина теряет в трудовом стаже, в пенсионном обеспечении, и в целом экономика, валовый внутренний продукт недополучает соответственных трудовых ресурсов для того, чтобы экономика могла дальше развиваться и обеспечивать вот это давление демографии на все социальные программы. Наиля, что вы... Мы знаем, что на сегодняшний день уже доля ВВП именно по тем, что, ну, женщины, которые работают в экономически активном возрасте, они уже составляют 40%. Мы знаем, что домашний неоплачиваемый труд, он очень активно обсуждается, он как за рубежом, так и в нашей стране, но однако в нашей стране еще нету таких исследований конкретных, которые бы у нас могли бы вот констатировать факты, сколько мы реально недополучаем в нашей экономике. Но я считаю, что этот вопрос мы должны в дальнейшем поднимать, ну, также и на нашей площадке нацкомиссии. Касательно вот угроз, дополнительно хотелось бы отметить урбанизацию, которая сейчас происходит в нашей стране. Да, у нас хорошие темпы урбанизации, однако мы должны понимать, что это ведет к риску оголяемости территории. Мы должны понимать, что идет диспропорция плотности населения. То есть это тоже ложится также в будущем на нагрузку государства, как нагрузка государству. Если говорить также про рождаемость, мы не должны умалчивать о той проблеме, которая сейчас есть. С ростом рождаемости у нас также увеличивается количество детей, численность детей, больных детей. У нас растет уровень инвалидизации детей. И мы должны об этом говорить, это тоже может привести к большим рискам, угрозам, которые потом придется также государству уже на себя брать все эти проблемы. Ну и в целом я считаю, что нивелирование таких потенциальных рисков, угроз именно в демографии, это, наверное, высший пилотаж в планировании социально-экономической политики. Потому что вот недавно буквально я услышала от одного чиновника, вот мы знаем, да, что когда глава государства ездит по регионам, ему готовится полностью портрет этого региона. Это аналитические записки по разным сферам. Экономическая сфера, социальная сфера, демографическая сфера. И, к сожалению, сказали такую фразу, что подготовка аналитической записки по демографической политике – это самая легкая работа, самая простая работа. Вот мы не дискутировали на эту тему, но, к сожалению, если наши чиновники будут также думать, то, к сожалению, мы не получим хороших результатов в будущем. Да? Потому что, если, конечно, дескриптив аналитика, это просто пишешь, что есть, констатируешь факты, то, конечно, слов нет. Ну, не будем об этом. Да.
Мы к вопросу, почему демография у нас осталась на задворках, значит, госуправления, мы сейчас вернемся, да. Просто потому, что для многих чиновников демография – это просто численность населения. Да. И там число рожденных, и так далее. И все. А на самом деле никто у нас не исследует вопросы прогнозов, оценки возрастных, да, то есть возрастные оценки смертности, возрастные оценки рождаемости, там, миграцию нет, там говорят, там трудоспособные уезжают, там приезжают, там, и так далее. Если, вот я хочу завершить свою фразу, вот если, допустим, мы не будем знать, когда, допустим, глава государства видит, и он не увидит перед собой в аналитической работе, какие угрозы демографические есть в этом регионе, какие опасности, какие риски есть, то эта аналитика, наверное, будет просто пустая аналитика, потому что именно на этих угрозах должно полностью основываться именно социально-экономическая политика того или иного региона. А регионы у нас разные, абсолютно, с разными демографическими характеристиками. И у нас должны быть применимы разные демографические политики для каждого региона. Спасибо большое. Я хочу вот передать слово Шнар по проблематике. Может быть, вы еще затронете региональный аспект? Вот Найля сейчас его как бы сказала. Какие у нас регионы, например, сегодня находятся в более, скажем, не плачевном, но в более рискованной зоне, а какие в менее рискованной зоне и почему? Как раз я сама работаю в центре региональных, центре исследования, да, регионов. И здесь, конечно, очень, ну, вы правильно задаете вопрос насчет регионов. У нас региональная дифференциация во всем есть, и в рождаемости, в смертности, в миграции. И все вот здесь уже мои коллеги отметили многое, да, вот регионы тоже здесь охватили. Здесь хочется добавить, что у нас вот есть такие термины, как демографический вызов, демографические риски, демографическая безопасность. Касательно вообще демографической безопасности, именно сейчас мы очень, как говорится, взволнованы тем, что в северных регионах, которые приграничных регионах, у нас идет, как говорится, отток оттуда населения, миграционный отток населения, старение населения, высокая, к сожалению, смертность, низкая рождаемость, которая приводит к депопуляции населения. В Северо-Казахстанской области уже подряд несколько лет у нас естественная убыль населения идет. Не только миграционный отток у них идет, у них, то есть, рождаемость не покрывает потери от смертности и миграции. То есть у них эта проблема существует. В 2021 году уже к этому региону прибавилась Кустанайская область. То есть это получается, да, Северо-Казахстанская область. Северо-Казахстанская область самый такой, скажем, в демографическом аспекте это проблематичный регион, считается, самый депрессивный регион считается. На втором месте идет у нас Кустанайская область, которая тоже естественная убыль населения уже зафиксирована в первый раз, зафиксирована в 2021 году, но результаты 2022 года еще, как говорится, до конца не вышло, поэтому мы будем ждать этого результата. Что радует, то, что немножко в период пандемии у нас в 2020 году, вы знаете, у нас ожидаемая продолжительность жизни снизилась, очень, как говорится, снизилась, и это ощутилось именно в тех регионах, особенно в тех регионах, где идет старение населения, потому что где старший возраст населения, и там реально почувствовалось именно вот это вот влияние пандемии. Конечно, влияние пандемии у нас ощутилось не только вот на смертность, вот скажем, как такого поколения, да, старшего, но и у нас на материнскую смертность, на младенческую смертность. И это, конечно, вот в свое время президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что нас ждет, это не последняя пандемия может ждать
у нас еще какие-то вызовы, то есть это демографические те же вызовы, это может очередные какие-то пандемии. И мы должны, наша медицина, наша вот сфера здравоохранения, все должно быть готово к этому, потому что если вот получается вот такая вот пандемия приходит к нам, не только страдает, как говорю, старшее поколение, но и страдает другие, то есть другая возрастная структура населения помоложе, и даже матери, дети и так далее. То есть здесь мы должны к этому риску должны быть готовы. И что хотелось бы отметить, конечно, вот я вот январь-декабрь 2022 года статистику посмотрела, конечно, вот у нас идет немного улучшение уровня смертности именно вот за последний год, но еще итоги 2022 года мы будем ждать. Теперь, что хотелось еще отметить, здесь вот Найля отмечала опустошение, да, регионов. Опустошение регионов идет именно в северных регионах, именно сельских местностей северных регионов. Очень большой отток населения из сельских местных северных регионов, например, той же Кустанайской, Североказахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской областей северные сельские местности опустошаются. И мы сейчас, вот я работаю в Институте экономических исследований, и Министерство национальной экономики совместно с нашим институтом разрабатываем концепцию развития сельских территорий. И я, как демограф, свою, как бы сказать, туда вложил свой взгляд в то, что именно вот исследуя это, я заметил то, что именно в южных регионах у нас хоть и идет миграционный отток, в сельских местностях идет везде миграционный отток, потому что процесс урбанизации идет, да? Но оно покрывается уровнем рождаемости. То есть рожают, да, естественный прирост, оно покрывает миграционные потери. А в сельских местностях северных регионов миграционные потери не покрываются рождаемостью. Из-за этого у них идет очень большой уровень депопуляции. То есть 25%, 35% у них сокращается численность населения в сельских регионах. Это говорит о демографической, об угрозе, о снижении демографической безопасности, о территориальном опустошении именно сельских местностях северных регионах. То есть недавно это приграничные именно сельские местности. Опустошение вот именно сельской местности больше идет как бы из-за миграционного оттока плюс же, а это приводит к чему? Это приводит к нехватке трудовой силы. То есть село – это обеспечение городов продовольственными продуктами. Продовольственная безопасность. И там просто некому работать. Предлагают большие деньги. Никто не идет. Теперь получается, мы отметили, да, северные регионы, чем они рискуют. То есть старение населения, низкая рождаемость, высокая смертность, миграционный отток, все проблемы там. Но у нас как будто на юге, на западе хорошо, потому что у них рождаемость покрывает миграционные потери и смертность, молодая возрастная структура населения и так далее. Но, как отмечали мои коллеги, там наоборот у них идет нагрузка на инфраструктуру. То есть это на запад социальные услуги. Да, это запад-юг, где рождаемость идет, но вот это социальные объекты социальных услуг все еще не готовы. То есть там, получается, здесь идет риск социальных взрывов. То есть если здесь на севере, где-то уже к центру, идет депопуляция, как бы опустошение, нехватка рабочих силы, получается, инфраструктура пустует, там опустевают школы, детские садики, то здесь какое-то противоположное, но то же самое проблема. Тут взрыв, не лучшая, скажем, да, вот ситуация складывается, потому что у них идет именно вот то, что нагрузка на это и качество образования, качество здравоохранения, потому что здесь на количество населения, вот это вот на поток населения, на поток рост населения у нас не успевает отвечать именно эти сферы. Из-за этого страдает качество. Нехватка тех же учителей. Мы за 400, за 500 тысяч зарплату предлагают именно ехать учителем в Туркестанскую область, в Мангистаускую область, в Жамбульскую область, в Алматинскую область, где идет именно рост
численности населения именно рождаемость высокая, потому что вот именно у них страдает именно даже нехватка кадров специалистов. От этого страдает что? У нас страдает человеческий капитал будущее, потому что если сейчас дети не получают хорошего, качественного образования, когда один учитель может преподавать 5 предметов, да, скажем, какое качество образования здесь И можно в школе ожидать? по 45 детей, в трехсменной. Вот. И это, кстати, вот это 45-35 детей ощущается у нас в мегаполисах, где миграционный приток большой, и опять же объекты у нас не успевают именно охватить их доступным образованием. И здесь мы должны об этом думать, что у нас страдает человеческий капитал. Образование, здравоохранение, все это приводит к тому, что у нас снижается именно уровень человеческого капитала здесь. Ну, сейчас вот рождаемость, можно я добавлю, да, вот именно риски высокой рождаемости, они, если повышают демографическую нагрузку на юге, на трудоспособное население, есть еще вторая большая проблема, это заболеваемость детей, особенно новорожденных, аутоиммунными заболеваниями. Чем выше у нас идет рождаемость, тем больше идет число детей, которые имеют ДЦП и другие аутоиммунные заболевания. Аутизма сейчас очень много, да. Но, к сожалению, я хочу здесь добавить, что Министерство здравоохранения, уполномоченное, скажем так, эту статистику выводить, последние данные публикуют за 2020 год. Ни 2021 года, ни 2022 года данных нету в открытом доступе нигде. Сборник здоровья населения не выходит. Мы же, когда демографы исследуем, мы же не просто исследуем там рождаемость, смертность, там, миграцию населения, мы еще и смотрим статистику здравоохранения для прогнозирования, для оценки ситуации. И вот здесь вот нагрузка, о которой говорит Шнар, она именно не только дает на экономику там, и так далее, она в первую очередь дает на нашу социалку, то есть здравоохранение, образования, а эти дети, они же сегодня дети, завтра взрослые, и взрослые в репродуктивном возрасте. Потом наше поколение детей будущих, кто они? Это будут одни инвалиды, одни маргинальные слои общества, или кто они будут, если за ними сейчас должного ухода не доставить? Вот как раз хочу сразу передать слово Жулдызай. Жулдызай, вот с точки зрения как бы вообще в целом развития общества, да, вот как политолог, как человек, который занимается социологическими исследованиями, скажите, вот какие там 3 наиболее серьезных как бы тенденции, да, или тренда вы видите вот в свете того, что мы сейчас обсудили? Спасибо большое, Азиза. Знаете, очень важно, что вы уже во второй раз, вот первый раз АИОМ, да, вышло хорошее большое интервью, второй раз в своем эфире поднимаете тему. И вообще демография, обсуждение проблемы демографических процессов Казахстана, оно выходит немножко на другой уровень. Взять пару лет назад буквально статьи экспертные, это чаще всего Алексеенко выходил, в СМИ хорошее, большое интервью, ну и все. Сейчас нет, сейчас идут хорошие исследования, хорошие аналитические статьи, тема поднимается. Вот буквально в 2023 году или в конце прошлого года была опубликована монография «Демографическая безопасность Казахстана». И Алексеенко, Аубакирова, Столярова, авторы, это все сотрудники НИИ Алтай-Тану, которые расположены в Восточном Казахстане. И вот одним из ключевых вызовов демографического развития там обозначена именно диспропорция, дифференцированное демографическое развитие регионов, на которые девочки сейчас очень хорошо остановились. И одним из необходимых мер для государства эти ученые назвали, что нужно максимально сглаживать вот эту поляризацию в регионах. Там различная половозрастная структура, демографическая, этническая структура разная. Есть регионы, где этнические группы проживают в анклавах, как бы изолированно. То есть вот такие проблемы на уровне регионов, они не должны быть слишком диаметральными, противоположными. И получается, что государство предпринимает какие-то меры, где-то точечные, и одним из сейчас направлений, получается, вот смотрите, была программа «Серпон»,
это переселение с севера на юг, но очень много вот исследований пошло о том, что эта программа была неэффективной, потому что студенты с юга приезжают на север учиться, но там они не остаются. Во-первых, слишком холодно, во-вторых, даже если они заканчивают там обучение, там просто нет работы. Программа не совсем дала те результаты, на которые рассчитывало правительство. И сейчас идет новый ответ на эти вызовы. Это открытие крупных региональных университетов в взаимодействии с зарубежными партнерами. Это вот недавно было интервью с Айсат Нурбека, который поднял вопросы обозначил как основной вызов – это именно демография. Потому что, кстати, это один из первых министров, который вообще членов правительства, который обозначил демографию как вызов, да, для государства. И получается, на севере Казахстана у нас открылся университет Arizona State University, по-моему, зашел. Да. Туда уже становится центром притяжения. То есть этот университет, этот регион, Северо-Казахстан, начинает быть интересен для студентов из юга, для студентов из ближайших регионов, даже приграничных стран. Дальше в Актюбинском региональном университете у нас открывается Heriot Watt University. Это один из лучших шотландских университетов, тоже становится центром притяжения. Под этим университетом будет открываться соответствующая инфраструктура, да, соответствующая. Это очень важно, чтобы не искусственно переселяли и не могли там удержать население, да, а вот именно чтобы создавалась соответствующая инфраструктура, где люди будут оставаться, где что-то их будет держать, кроме денег, какой-то вот потенциал роста должен быть. Вот это вот один из тех, на что государство сейчас отвечает. Другой еще вызов, который вот я вот уловила в ходе разговора, а Айолун тоже обозначила, это отсутствие данных. Смотрите, вот у нас сейчас идет, вот Айолун сама сейчас в процессе создания ассоциации демографов, даже там она объединяет не только демографов, которые изучают, а людей, которые интересуются демографией, которые занимаются этими процессами. Получается, что образуется некого рода такое сообщество, которое объединяется для того, чтобы поднимать эти вопросы. И они становятся действительно более видимыми. И получается, есть сообщество, которое занимается вопросом, но нету данных. Получается, что мы не можем строить свои прогнозы, помогать, да, доносить свои прогнозы до государства, не имея данных. Вот это вот большая проблема. И еще, на мой взгляд, вот у нас есть Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политики. Это, по сути, единственная политическая организация, хотя консультативно-совещательная, в названии которой есть слово «демография». Но поскольку мы занимаемся демографией, Азиза Тимуровна, вы знаете, что у нас Национальная комиссия в прошлом году, когда образовалась, мы поделились внутренне на 6 направлений. Потому что все мы представляем абсолютно разные сегменты общества. Кто-то общественник, кто-то бизнес-вумен, кто-то юрист. И мы не можем, допустим, я вообще никогда не занималась вопросами насилия семейно-бытового, да? То есть я не могу вникать в эти вопросы, но я дилетантом буду. То есть я занималась семейной политикой, взаимодействием государства и гражданского общества. Да? Найля демограф у нас. И мы внутренне поделились на какие-то большие блоки. И вот мы с Найлей вошли в сектор социально-демографического развития. Политика основана на доказательствах. Донесение вот этих вот экспертных заключений, видение научного сообщества до лиц, принимающих решения. То есть максимально так. Вот в одним из первых шагов мы инициировали проведение научной конференции в ноябре прошлого года. Айолун, Шнар, Найля, все они участвовали, и плюс мы пригласили демографов, объединили все рекомендации и разослали в государственные органы. То есть мы, это только начало, я думаю, большой работы. Вместе с ассоциацией демографов, я думаю, мы сможем что-то предложить. Вот вы знаете, я вас слушаю, да, и вот как человек, который занимался цифровизацией и занимался внедрением электронного правительства в Казахстане, я вообще не вижу проблему с данными. При нашем уровне цифровой зрелости в Казахстане, а мы, извините, занимаем 28 место в рейтинге, в индексе ООН по e-government. То есть у нас на сегодняшний день есть уже большие базы данных, практически все государственные органы. Нет, вот я к чему сейчас это говорю? Вот я просто вот вас слушаю, да, вот может быть это действительно
вот эта тема, которую мы можем решить вот сообща. Потому что, смотрите, вот проблема в том, что каждое ведомство развивает свою систему отдельно, нету интеграции между ними, но в принципе этот вопрос можно подумать, как решить, потому что действительно сейчас мы уже можем опираться на конкретные информационные системы. То есть, по сути, с данными у нас проблемы быть не должно. У нас проблема только в интеграциях и в их получении. Ну вот смотрите, я вам как статистик сейчас скажу, да. Была система Е-статистика, сейчас она, по-моему, уже как таковой не существует, сейчас бюро какие-то новые новшества вводит, да. Тогда, когда я еще работала в органах статистики, мы предлагали всем госорганам, не надо изобретать велосипед. Вот у нас есть Е-статистика, давайте мы интегрируем показатели и будем выдавать в общем доступе. Ни один госорган не согласился. Максимально, что они дали те показатели, которые у них сидят в стратегических планах, и все. Ни один уполномоченный госорган не готов давать свои показатели. Сейчас они на Open Data и на Smart Data UCMED скидывают свои какие-то показатели, но я открывала их, но это смешно. В том же самом здравоохранении они, как статистику здравоохранения, показывают количество больниц, сколько там у них койко-мест, или там количество санаториев, и сколько там у них штатного расписания, людей в штатном расписании и так далее. Да? Ну а как таковых открытых показателей нету. Мы вплоть до того, как бюро не опубликовало 12 месяцев, мы не могли найти материнскую смертность. Я думаю, этот вообще надо вопрос поднять, он решается чуть-чуть по-другому. Нужен конкретный ситуационный центр, который был бы в режиме реального времени. Не так, что есть какая-то отдельная система, и там куда-то кто-то что-то сбрасывает. Там все равно нет оперативности. То есть в режиме реального времени, в принципе, технологически можно решить эту проблему так, что ты можешь в режиме каждого часа видеть, что у тебя в каждом регионе происходит, сколько туда заехало людей, сколько туда выехало, сколько умерло, сколько родилось, что там происходит, какая загруженность. Не, ну это надо поднимать вот этот вопрос. Обратиться к международному опыту, то есть скандинавские страны, вот, конкретно вот Норвегия, да, которые в мире являются одним из лучших, как называется? Регистр населения. Да, регистр стата, регистр населения, да. То есть открываешь данный регистр, и ты там увидишь полную картину жизни этого Стат-регистр человека. у нас есть в бюро Да. на статистике. Вот я хочу об этом рассказать, что в начале 2000-х годов были попытки создания точно такого, вот по аналогии с Норвегией, статистического регистра населения. Однако вот опять же вот проблема интеграции информационных систем приостановила эту работу. 2 раза была попытка создания такого регистра, где мы могли бы получить полную картину Регистр о работает. человеке. К сожалению, вот, да. Регистр опять работает. проблема информационной. Но там А долго вы знаете, чистили, почему? А вы знаете, чистили. почему это проблема? И я думаю, что это как раз второй вопрос, который бы я хотела вам задать. Потому что нету конкретного органа или конкретной организации, отвечающей за демографическую политику. То есть есть консультативно-совещательный орган в виде национальной Абсолютно не отвечающий комиссии, за политику. да, который абсолютно не отвечает. Это просто, да, это совет неких женщин-экспертов в разных своих отраслях, да, которые объединились и, значит, которые, в принципе, которые объединились для того, чтобы давать государству какую-то обратную связь от соответствующих целевых групп, которые они представляют. Но как таковой, вот теперь давайте поговорим о проблемах госполитики. Почему у нас так получилось? Вот если бы у нас был бы, как в проектном менеджменте, есть же понятие ответственный за бизнес-процесс. Если бы у нас был ответственный за этот бизнес-процесс, у нас был бы и ситуационный центр, это все технически реализуемо. И была бы возможность для аналитики, и была бы возможность для имплементации всех этих рекомендаций в систему госуправления. Давайте вот поймем, на каком этапе жизни нашей страны
Эта связь оборвалась. Ну, Пожалуйста. Оборвалась. Я хотела бы еще насчет регистров населения добавить. Сейчас он полноценно работает, но не в открытом доступе. Сейчас уже Бюро статистики не собирает бумажные статданные по естественному движению населения и по миграции. Все в электронном формате. Но чтобы к этому прийти, это было 10-15 лет войны, реально войны с Министерством труда и соцзащиты, ЗАГСами и с МВД, чтобы приходили чистые данные, чтобы там не было миллион непонятных цифр, которые не ложатся в статистику. Да? Что касается всего этого, во-первых, проблема вот этих данных, это в первую очередь связано с источниками информации. То есть ни один уполномоченный орган не готов показать свои цифры. Почему? Потому что есть коррупционные схемы. Потому что если они откроют доступ, то все увидят, что, по крайней мере, половина заявленного не нету. исполняется. Просто не исполняется, либо нету. Да? И здесь именно касательно демографии, я бы хотела сказать, что последняя концепция демографической политики завершила свое действие в 2011 году. 12 лет прошло. Я и мои коллеги 12 лет уже говорим, что нужен уполномоченный орган, что нужен нормативно-правовой акт, который бы регулировал вопросы комплексно. На что всегда правительство отвечает, в том числе администрация президента, что у нас за смертность отвечает Министерство здравоохранения, оно неплохо справляется, за миграцию отвечает, за регистрацию МВД, за другую деятельность есть специальный комитет миграции в Минтруде, пособие выделяет, опять же, Минтруд. А я говорю там про детский суицид, про подростковый суицид, про в целом детей отвечает МОН. Я говорю, раздробленность не дает никогда результата. Должно быть какое-то сверхкомплексное видение. И Министерство нацэкономики по отдельности решает вопросы территориального развития, где-то расселения, где-то там проблемы аулов, где-то проблемы урбанизации. Но нету комплексного видения. Молодежь и семья в МИОРе. Молодежь и семья в МИОРе. Да. Почему-то семейную политику сделали равной демографической политике, семейную политику сделали почти равной гендерной политике. Я вообще не понимаю, почему семейная политика идет вместе с гендерной политикой. Это вообще абсолютно разные вещи, да, имеют абсолютно разные цели, разные задачи. И когда вот обращаешься в уполномоченный орган по вопросам семьи, по семье у них только одна проблема – это разводимость, а по гендеру это как будто у них только бытовое насилие или там нет доступа женщин в парламентарий. На самом деле проблемы гендера, проблемы семейной политики – это разные проблемы, которые выходят друг от друга. То есть семейное насилие это порождает насилие в отношении женщин, но нельзя их вместе рассматривать. Точно так же решили, что вся проблема демографии это должна упереться только в разводимость, и это равно семейной политике. Хотя на самом деле семейная политика должна строиться вокруг семьи, а в семье вокруг ребенка. То есть мы пока одного чиновника слушаешь и думаешь, да, у нас пронаталистическая демографическая политика, мы настроены на рождаемость. Второго чиновника слушаешь, он говорит, мы недостаточно обеспечены, высокая рождаемость – это высокие риски, мы должны уходить от количественного к качественному, и тогда думаешь, видения нету. Тогда, тогда, наверное, у Казахстана ограничительные политики. Кстати, то, что нет видения, и это порождает и хаос в обществе, потому что женщины многодетные говорят, государство нам должно, мы же рожаем, мы многодетные матери, мы создаем численность государству, значит, вы должны нас обеспечивать. Некоторые люди говорят, вы для себя сами рожаете, к чему вы сюда пришли, зачем? Вот эта тема рожать или не рожать, я знаете, сколько сделала по этой теме эфиров, и это постоянное какое-то столкновение разных вопросов. Можно я добавлю сейчас буквально коротко? Вообще демография – это интересная наука. Рождаемость, мы говорим, что для рождаемости нужно экономическое стимулирование.
Но если так смотреть, есть такой термин экономический демографический парадокс, да, если смотреть на Европу, там мы знаем, какой уровень жизни и какой уровень рождаемости, достаточно низкий, да, и если смотреть на Африку, уровень жизни какой и какой уровень рождаемости. Да, Там- рождаемость порождает там бедность. бедные страны, высокий уровень рождаемости. То есть это не должно быть так, что если хочешь повысить рождаемость, надо деньгами там закидать, да, допустим, семью. Это абсолютно, я думаю, что неправильная тактика будет. Допустим, материнский капитал в России внедрили, да, и что это дало? Да, они какие-то показатели улучшили, да, но это мигранты там краткосрочный рожают. эффект, и все. Но это был тоже краткосрочный эффект, получили мы от этого. Но обязательно бюджет надо выделять, если у нас пронаталистская страна, да, но этот бюджет мы должны максимально направить на создание условий для качественной жизни детей. Пронаталистическая политика есть ли? Вопрос вообще, потому что А это должен решать уполномоченный орган, которого у нас нет. То есть мы не Можно знаем. я добавлю? Насчет того, что сейчас вот у нас видения нет, насчет того, что у нас государства вообще демографической политики нет, что у нас это ведется как социальная политика, да, вот эта вот сфера. На самом деле это смотреть, если так, мировую тенденцию, да, в мире есть, вот Найля вот говорил, европейские страны, где они абсолютно, как бы сказать, не рожают или рожают там, у них, скажем, суммарный коэффициент рождаемости ниже 2 детей на, скажем, на одну женщину идет. И есть Россия, где реально чувствуются демографические проблемы, да, вот у них рождаемость низкая, высокая смертность, и это депопуляция населения идет. Государство обеспокоено этим. И у нас в сравнении с этими странами, у нас дай бог, у нас есть рост численности населения, дай бог, наши женщины рожают, слава богу, да, ожидаемая продолжительность жизни растет, да, потихоньку, а мы чем должны быть обеспокоены? Вот мое мнение, что почему государство может как бы на таком высоком уровне пока не думает об этом, о том, что у нас пока чувствуется на государственном уровне какая-то положительная динамика. Мы этим успокаиваем себя, понимаете? Успокаиваем себя, что у нас рост численности населения есть. Женщины рожают, мы им на 4 детей 40 тысяч, на 5 50 тысяч, по 10 тысяч на каждого ребенка прибавляем, они довольны рожают. Но они не рожают, они рожают... меняется. Да, вот это поколение у нас сейчас идет, мы должны какую-то ввести дальновидную политику. Почему? Потому что сейчас огромный процесс идет урбанизации. В город переезжает, особенно в города из моногородов, из малых городов, из сельских местностей переезжают именно в города, большие города. Большие города – это большие возможности. Большие возможности – это смена вот этого вот всего сознания, смена ценностей женщины в том числе, не только семьи, мужа и жены, но и женщины, которые планировать будет свои, получается, ну как бы детей, да. И, может, есть такое, появилось в последнее время термин child free. Это у нас не было такого раньше. Никто не знал. Мы в демографии учили этот термин, но в Казахстане сейчас употребляется часто child free. Время социальных сетей. То есть молодежь, которая сейчас идет поколение 90-х до 2000 годов, они child free говорят некоторые. Ну, кто-то на работу приходит устраиваться, женщина, ну, девушка, ну, она же замуж выйдет завтра, она не, декретно уйдет, она не сможет. Нет, она child free, понимаете, говорят в ответ. Почему? Потому что вот эта девушка, она не планирует детей. Вот это поколение, может быть, сейчас в город переезжают женщины, сейчас вот это поколение переезжает женщин, но они могут, конечно, репродуктивное свое поведение не меняться, но их дети могут менять свое. Понимаете, поколение, оно меняется, и сознание ценности вот этого поколения, того поколения нашего, или чуть, может быть, младше нашего, но это со временем наши дети, будут ли они рожать много? На какие-то там доллары, сколько вы там дадите, может, это деньги для них, потому что не имеет значения, в Европе 3 детей считается многодетным. Третьему ребенку даже 2, да, уже где-то. Сейчас дается большие деньги. Материнский капитал в России дает свои плоды.
Временный эффект Вот, дает. какой-то временный год-два, а потом опять, потому что ценности людей меняются. 10 лет назад, я перебью, извините, когда говорили сожительство, все хватались за голову. Ой, баю, яд, о чем вы говорите? И так далее. Недавно КИОР выпустил исследование по гражданским бракам, ну, на самом деле это сожительство, и люди не против. Они уже поменяли, даже старшее поколение уже не против сожительства, то есть чтобы люди жили вместе до официального брака, узнали друг друга и так далее. То есть буквально 10 лет назад это было о ужас яд полады, а сейчас это норма жизни. Точно так же child-free, если буквально 5 лет назад, говорю, больная женщина, наверное, с психикой что-то не то. Сейчас уже общество child-free принимает как выбор женщины. То есть это все сознание, ценности изменяются, сознание меняется, увеличиваются индивидуальные наклонности. Та же самая гендерная политика, которую мы хотим, чтобы у женщин были равные возможности, равный был доступ, он тоже имеет свой, скажем так, обратную сторону медали. Это то, что будет снижаться рождаемость. И мы не можем сейчас говорить, что вот то, что было 10 лет назад, это остается и это будет всегда. Нет. Ежеминутно, ежечасно меняется у нас поколение, меняются люди и меняется сознание. И если раньше, допустим, про демографию писали, когда вообще нет новостей, надо что-то вытащить. Давай скажем, сколько человек родилось или сколько там хандасов переехал. Сейчас уже я замечаю, что и СМИ, вот вы сами уже вторую программу выводите, да, YouTube-каналы, они приходят осознанность. То есть Если когда дискурс в обществе есть, значит, и будут приниматься Потому что соответствующие решения. дискурс тоже от чего возникает? Он идет от проблем. Как я говорила, я делала несколько прямых эфиров и программ на тему «рожать или не рожать», и это всегда создавало такую прям очень серьезную конфронтацию, полярные мнения. Кто-то считает, что за это должно отвечать государство, кто-то считает, что это сам человек и его ответственность. То же самое вот я делала по вопросу женского здоровья. Опять-таки есть женщины, которые считают, что это государство отвечает за женское здоровье, а государство считает, что это женщины должны сами нести ответственность. И мы видим по загруженности вот эти классы и так далее. И, соответственно, люди начали обращаться, почему так происходит. От проблемы мы пришли к пониманию того, что у нас реально госполитика в сфере демографии провалена. Мы понимаем, что людям, обществу не дали никакого-то четкого видения вообще, какова должна быть оптимальная модель семьи. То есть, может быть, действительно и не надо там гнаться в количественном выражении, может быть, нужно как-то осознанно подходить к планированию рождаемости, исходя из твоего здоровья, социального положения и так далее. Потом, мы опять-таки не сказали, как вообще мы как общество будем развиваться, да? Вот сейчас, как будут развиваться территории, как мы вообще все это будем. То есть сейчас все идет каким-то таким, естественно, стихийным путем. Да, и, как река плывет, да, как река. И государственные органы, по сути, они просто залатывают вот эти дырки. А вот у нас вчера школ не хватило, начали люди возмущаться, выходить на улицы. Так, давайте резко сейчас будем строить проект «Комфортная школа». Будем Да, сейчас... ребенок убил Да. второго ребенка или покалечил. Оказывается, у нас в школе безопасность хромает. Ага. Угу. 5 детей сгорели. Слушайте, надо вопросы, оказывается, у многодетных проблемы, оказывается, есть. То есть вот эти вот вопросы... Да, они, за резонансными... Это случается трагедия, и потом только. Да, а вот теперь давайте перейдем как раз к третьей части нашей дискуссии, именно к обсуждению того, что конкретно нужно сделать. Давайте вот прямо, может быть, прям посегментно возьмем, что нужно сделать, допустим, на стратегическом уровне, что нужно сделать на реализационном уровне, да, и какие конкретно должны быть инструменты,
что нужно дальше уже сделать, чтобы все-таки реально была более целостная вот такая система, все-таки функция это государства, заключая, вот вообще изначально государство нам всем для чего нужно? Мы так можем и сами все развиваться, зачем мы платим налоги? Да? Нам государство нужно, чтобы оно определяло какую-то стратегическую перспективу, формировало некую политику и помогало обществу как бы гармонично сосуществовать внутри. Строить политику. Да. Давайте вот поймем. Да, немножко добавим каждый, да, свое видение. Я считаю, что необходимо в первую очередь определить уполномоченный орган. Даже не разработка стратегии, не разработка концепции, а первое – это уполномоченный орган. А кого вы считаете надо определить в качестве этого уполномоченного органа? Я не думаю, что это должен быть Министерство труда, либо Министерство информации и общественного развития. Я думаю, что это должна быть отдельная организация, которая бы в том числе занималась также демографическими исследованиями и прогнозами. И потом уже на основании данных исследований необходимо готовить стратегию и концепцию нашего будущего развития. У нас есть АСПИР. Чем не орган? Ну, в АСПИРе есть бюро нацстатистика, которое в основном статистику Нет, если, выдает, например, возложить уполномоченность на этот государственный орган. В АСПИРе сколько человек работает? Не, ну, соответственно, с 40 человек трудовыми работает, ресурсами. 40 человек работает. Да, АСПИР он может, стратегически как бы он подходит. Если в АСПИРе будет также дополнительно отдельная подведомственная организация, которая внутри будет заниматься исследованиями, прогнозами. Возможно. Были попытки, да, при Институте экономических исследований создавался. Да, Дважды. Однако вот за счет того, что недофинансирование, получается, они все закрылись. Недофинансирование идет от недопонимания важности этого вопроса, да. А также потом уже, когда определится конкретно у нас пул экспертов, пул, организация, да, тогда уже начать разработку конкретной стратегии на краткосрочный и долгосрочный период. И обязательно, я считаю, вот до этого тоже говорила, необходимо делить, даже если не по регионам демографическую политику, но по блокам. Допустим, юг – отдельная демографическая политика, север, запад, там, восток и центр. Необходимо, у нас тактики должны быть разные, потому что разные проблемы. И это, считаю, что первостепенная наша задача. Хорошо. Кто еще добавит? Вот первое, давайте определили, нужен все-таки уполномоченный орган. Да, здесь связь, вот вы говорили насчет продуктивности, скажем, женщин, да, вот то, что, вот женщина, которая смотрит за пожилыми людьми, потеря, да, для нас. Связь экономики и демографии очень, скажем, взаимосвязана. И здесь надо смотреть, тоже какой-то должен быть блок, который должен рассматривать взаимосвязанность демографического потенциала и социально-экономического потенциала. Я в данное время изучаю вот эту тему вот, углубленно, демографический потенциал. Что это? Что туда входит? И социально-экономический потенциал. Что это? Что туда входит? И взаимосвязь между ними, да, через что? И вот здесь надо иметь значение, например, ту же смертность, скажем. Смертность, преждевременная смертность молодого трудоспособного населения. Какая потеря? От ДТП. Сколько человек сейчас каждый день погибает? Я вот новости Mail.ru даже просто открываю, столько-то человек погибло от ДТП в такой-то области. Считайте это, да. И здесь должны уже смотреть, есть такие мы исследования экономической вот, по потери от насилию, того, да, посчитали экономические экономические потери от смертности той же, преждевременной смертности трудоспособного никто не говорит населения. про смертность. Понимаете? Вообще нету такого исследования. А здоровье, инвалидность, вот это все, как влияет на экономику, да, получается, тоже демография та же. Вот. Здесь материнская, младенческая смертность, то есть вопрос здоровья и смертности населения – это один блок. И связь это, то Мы есть, говорим, что, вот, допустим, экзогенная смертность, общий коэффициент смертности снижается, не считая последних лет пандемии и так далее, но эндогенные причины растут, то есть БСК растет с каждым годом, смертность от болезней системы кровообращения, онкология растет, это же все привело также и экологические проблемы, то есть все взаимосвязано. Хорошо. Азиза, Еще вы какие знаете, предложения есть практически конкретные? на каждом заседании Национальной комиссии председатель Аида Галымовна постоянно поднимает одну и ту же проблему – межсекторальное взаимодействие. Хотела сказать.
Окей, То есть для чего? Да, демографические данные говорят о данных смертности. Или, допустим, в определенном регионе высокий уровень старения населения. Какие меры должны быть предприняты и какими органами должны быть предприняты? Допустим, если высокий уровень старения, то, соответственно, транспортная инфраструктура должна быть налажена, да? Какие-то еще ответы. Высокий уровень там, смертности от ДТП, МВД что должно предпринять? Да? Какие-то там меры, там, усилить законы. Вот это взаимодействие между нужно. органами очень важно. И здесь еще вопрос, я просто еще добавлю нет, насчет как того, насчет предложение, мер, да, да. скажем, предложения. Насчет того, что вот сейчас ведется, и до этого велось переселение север-юг, юг-север, да, и вот это вот переселение юг-север не дало, да, конкретного результата. Почему он не дало? Что там хромает? Это работа акима или работа, ну вот какие-то недостатки. Мне кажется, механизмы, или программы не какие-то, продуманы. скажем, между населением, переселенцами и местным населением какие-то конфликты внутренние идут, то есть адаптация проблемы, да, между ними. То есть здесь надо какой-то механизм, вот это вот мер переселения надо рассматривать. Как-то вот пересмотреть. Может быть, где-то что-то мы упустили, где-то почему не дало тоже должна эффекта. быть дискуссия какая-то Да, общественная. Или да, у нас хорошие политики Да. пишутся, а реализация вот, хромает. реализация. Где мы хромаем? Вот это мы Здесь, должны тоже смотрите, углубленно в изучать. итоге, когда мы говорим, зачем уполномоченный орган, зачем нам политика, просто потому что нет межведомственной координации нормальной. Когда, допустим, встает вопрос подросткового суицида, Минздрав, вообще это не ко мне, Минтруд, это дети, это МОН. У МВД. МОНа совершенно другие задачи. То есть каждый госорган начинает скидывать. Это не ко мне, это не у меня, это там, это сям. И, как говорится, у ребенка с 7 нянями, как... Дитя без глаза. Дитя без глаза. И вот точно так же у нас все раскидано, и демография осталась без глаза. И сейчас, помимо вот того, что вот исследования вот говорят, у нас нет синтеза. У нас вот когда исследование, оно вот, любое исследование у нас делается либо через тендер, либо через госзадание, но если это кого-то привлекло, не на систематической основе, даже если будет уполномоченный орган, даже если создастся институт демографии, скажем, финансирование должно быть целевое. Абсолютно, и должны быть приоритетные темы расписаны. Если нужно, у меня есть целое видение, какой это должен быть институт, что они должны исследовать. И здесь самое главное еще роль международных организаций. В частности, UNFPA, ЮНИСЕФ, они тоже сейчас зависимы, скажем так, от финансирования правительства, и чтобы они тоже не ходили по хайповым темам. То есть, если есть финансирование гендера, они говорят о гендере. Если есть финансирование о бытовом насилии, насилие насчет детей, Систематической работы. они вот тоже насчет этого говорят, да. Должно быть общее такое видение, общая стратегия. Вот у нас вот эти проблемы, у нас есть эти регионы, но в то же время мы не можем себя сравнивать со странами Европы. Во-первых, территория. У них очень маленькая территория и концентрация людей. У Казахстана очень огромная территория, 9-я в мире. И когда мы говорим, что мы дойдем до там, оптимальной численности населения, мы дойдем до оптимального расселения населения, это утопия. Чтобы было оптимальное расселение населения, это как минимум нам 100 миллионов человек надо. 100 миллионов населения у нас не будет. Мы должны это в правде в глаза смотреть, там, ашаршылых, не ашаршылых, там, влияние его, не влияние. Сегодня у нас неполных 20 миллионов. Темпы роста населения общего у нас идет стагнация 1,3%. Это, по-моему, даже последние 8 лет, да? 10 лет последние, 8-10 лет 1,3%. То есть оно и не увеличивается, и не снижается, на одном таком пороге стоит. То есть у нас не просто идет рост, а у нас идет замедление роста. А замедление роста численности населения обусловлено тем, что он может резко пойти вниз. То есть пойти сразу депопуляция населения. И тогда уже никакие деньги, никакие меры, ничего не поможет. Поэтому, чтобы вот это предотвратить, нужно сделать пошаговые инструкции, какому госоргану, на какие вопросы реагировать. Будет ли это отдельный госорган, или это будет функция АСПИРа, или это будет функция МНЭ, хотя у МНЭ уже
нацэкономики очень много разношерстной, скажем так, политики во всех направлениях, или же это будет делать какая-то инициативная группа в лице нацкомиссии, главное, чтобы был результат. Но пока на это не будет политической воли, все наши разговоры вот здесь, они останутся просто разговорами. Это будет тема для разговора на месяц, на 2, максимум на год, и потом все останется. Нужна политическая воля, нужно сотрудничество между международными организациями, не только UNFPA, но и различные исследовательские институты в мире. Должно быть общее понимание в правительстве, что им нужно, что они хотят. Они хотят роста населения или они хотят качественного роста населения, или же они не хотят роста населения, или они хотят просто прикрыть какие-то проблемные вопросы и на этом остановиться. Но чем больше мы рану просто замазываем вазелином или там стрептоцидом, рана от этого не затягивается. И как обычно приводит к ампутации того или иного органа. Ноги, руки, головы, глаз, да? И чтобы вот этого резкого вот какого-то вот взрыва не было, мы должны подготовиться к постепенному реагированию на различные вызовы. Спасибо Даже большое. Посмотрите на Да. политику. Вот сейчас мы в канун выборов, да, вот когда эфир выйдет, еще выборы не состоятся. Сейчас политические партии активно готовятся, отдельные кандидаты самовыдвиженцы. Посмотрим, у кого будет вообще кто-то в плане, в программе своей обозначит ли вообще вопросы демографического развития. Пока не знаю. Возможно, отдельные кандидаты, но политические партии, по крайней мере, прошлый опыт показывает, что ни одна политическая партия глобально эту проблему, этот вопрос не поднимает. Только вот создание кризисных центров, там, борьба с насилием. Локальные вопросы. Да. Вместе А вот, с тем. очень бы хотелось, чтобы наши политические партии, которые придут во власть, которые зайдут в парламент, которые будут назначать министров, правительство, чтобы эти тоже вопросы поднимали. Спасибо большое за очень интересный, конструктивный диалог. Я думаю, что мы все равно будем качать эту тему, потому что мы все прекрасно понимаем, что только если системно мы будем подходить к формированию нашего общества, только так мы можем как-то вообще комфортно сосуществовать. Иначе нам придется все время жить вот в решении просто каких-то отдельных проблемных вопросов. Всем большое спасибо за участие, всем успехов!